Добрый вечер. Время новостей на АТР. 18 января, 1056 день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». В студии София Абляева. Сегодня в выпуске. Надежда Савченко хочет сдать Крым России. Залишать окупованим Крим, заберуть Донбас. В Крыму ожидаются новые уголовные дела. Вас снимают, и на вас будет собирать досье. Оккупированный Крым посетили руководители ЛНР и ДНР. Очень много проходило добровольцев из Крыма. Вернуть Донбасс можно только сдав Крым. Очередное громкое заявление сделала народный депутат Украины Надежда Савченко. Она считает, что вернуть оккупированный Донбасс под контроль Украины мирным путем можно только в случае сдачи на время России Крыма. А неподконтрольной территории можно вернуть лишь военным путем. Це чергове Придністров'я, Крим. Для того, щоб не зробити ще черговим Придністров'ям Донбас, вони будуть робити це тим, що залишать окупованим Крим, заберуть Донбас. Іншого шляху я поки що не бачу. Ні, бачу, но військовий. Савченко предает Украину и крымских татар, заявил глава Меджлиса. Рифат Чубаров добавил, что заявления нардепа Савченко о Крыме являются оскорбительными для украинцев. Я как только увидел такие ее рассуждения, немедленно с ней связался. Она мне пояснила, что не то она хотела сказать. Я ее призвал к тому, чтобы она тогда дала какие-то пояснения. Но, тем не менее, я сказал о том, что я тоже дам комментарий. Мне понравилось то, что реакция в украинском обществе была исключительно единой. Никто такой подход, даже если он был ошибочно высказан, он не воспринимается. У Савченко нет ни компетентности, ни полномочий для того, чтобы рассуждать о крымском вопросе, заявили в Министерстве по оккупированным территориям. Первый заместитель министра Юсуф Куркчи считает, что Надежда Савченко в очередной раз продемонстрировала собственную некомпетентность и глупость. Такого рода и конкретно Савченко, она не имеет никакого отношения ни к процессам, которые происходят там, ни к выработке какой-то политики относительно этих вопросов, ни к реализации. Поэтому не стоит сильно обращать внимание на то, что она говорит. Мы своим вниманием сами ей даем повод чувствовать себя каким-то там великим деятелем. На самом деле она одно из проявлений того всего плохого, что есть в Верховной Раде Украины. В политике Савченко еще ребенок. Такое мнение высказал народный депутат Украины, экс-премьер-министр Крыма Сергей Куницын. Предложение своей коллеги о сдаче Крыма Куницын назвал абсурдом. Политическая незрелость. Человеку кажется, что Бога за бороду взял, что все уже знает. Она уже и так натворила наделала много ошибок. Я думаю, что ей бы надо остановиться и всерьез заняться политикой. Политика – это тоже очень высокопрофессиональное дело. И, знаете, китайцы говорят, кнут ранит мясо, язык ранит и кости. Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует Верховной Раде Украины исключить народного депутата Надежду Савченко из состава комитета. Соответствующее решение приняли несколько часов назад на заседании комитета. Метою проекту постанови за визначенням суб'єктів права законодавчої ініціативи, переважна більшість яких є членами Комітету з Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, є виключення народного депутата України Савченко Надії Вікторівни з персонального складу Комітету з питань національної безпеки і оборони, увільнивши її від обов'язків члена цього комітету. Ви єдина, хто, користуючись посадою народного депутата, в цьому комітеті, на міжнародних площадках, підіграєте риториці, яка лунає з ЛНР, ДНР, які відкрито на своїх конференціях виявляють те, що ви є представником ЛНР, ДНР в парламенті України. Саме це ми засуджуємо, не вас персонально, не вас як народного депутата, а вашу дурість. Видеоматериалы с митинга 26 февраля 2014 года рассматривали на 65-м заседании суда по делу Ахтамачигоза. Адвокат заместителя главы Меджлиса Полозов заявил,
Эти доказательства стороны обвинения опровергают устные показания свидетелей обвинения. Ахтема Чийгоза обвиняют в организации массовых беспорядков у здания Верховной Рады Крыма зимой 2014 года. В файлах, которые мы видели, члены Меджлиса, Курултая предпринимают значительные усилия для того, чтобы успокоить участников проукраинского митинга, сознательно выстраивают цепочки из своих сторонников для того, чтобы добровольно ограничить место проведения митинга. Ахтем Чийгоз на представленных видеофайлах не осуществляет каких-либо серьезных организационно-распорядительных функций. Фигуранту ялтинского дела Хизбут-Тахрир Рифату Алимову стало плохо в СИЗО. Адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что у Алимова обострилась болезнь почек. Медперсонал не сразу отреагировал на жалобы, и только по требованию сокамерников заключенного перевели в медчасть. Другому фигуранту дела Хизбут-Тахрир Вадиму Сируку накануне ФСБ предъявило новое обвинение. Ему вменяют насильственный захват власти в России. Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы сроком до 20 лет. Россия усиливает репрессии в Крыму, считают крымские правозащитники и юристы. Адвокат Эмиль Курбединов утверждает, ожидаются новые уголовные дела по статьям экстремизм и терроризм. Новые обвинения о насильственном захвате власти продлевают рассмотрение дел крымских мусульман почти на год и откладывает процесс передачи их в Европейский суд по правам человека. На перспективе все дела должны отправляться туда. Это вопрос сбора доказательств и вопрос исчерпания на национальном уровне всех инструментов. Да? То есть, если когда проходят все стадии, тогда отправляют в ЕСПЧ. Но однозначно все дела, в которых есть основания и нарушения конвенций, они однозначно будут отправляться в Европейский суд из Крыма. И я думаю, на перспективе это десятки дел. Если вы родственник задержанного и пришли вы на процесс, вас обязательно снимут на камеру. Причем, что это делают сотрудники полиции или ФСБ, или силовики, они делают это не скрывая. И вас снимают, и на вас будут собирать досье. Руководители так называемых ЛНР и ДНР по приглашению депутатов Госдумы России посетили оккупированный Крым. Накануне глава ЛНР Плотницкий сообщил, что в боях в зоне АТО в 2014 году участвовали около 2000 крымчан. Через Луганск очень много проходило добровольцев из Крыма, и они как раз большинство уходило на Славянск, вот туда, вот в ту сторону. У нас оставалось не так много, как мы бы хотели, но я хочу выделить казаков. Это очень боеспособные подразделения, которые именно с Крыма, которые приходили. Город на самом деле, правда, не важен. Важно, найдем ли мы Богдана Хмельницкого еще одного. Вот вопрос в чем. Вот в этом мне вопрос не задали. А на самом деле я предлагаю Крым. Вот давайте в Симферополе сядем и подпишем. Пользуясь статусом депутата Государственной Думы, инициировал создание вот такой депутатской группы, которая бы взаимодействовала с парламентами двух республик. Очень здорово, что сегодня мы встретились здесь, в Крыму, вместе. И это еще один очень хороший повод заявить, что мы вместе были, будем и так будет всегда. Визит главарей сепаратистских районов Украины в аннексированный Крым доказывает причастность России к терроризму. Такое мнение высказал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. В аннексии Крыма виноват глава правого сектора Ярош, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Высказывание Дмитрия Яроша якобы вынудило Россию нарушить международные нормы и законы и оккупировать часть независимого государства. Также Лавров добавил, что Россия уважает обязательство сохранять целостность Украины, но вот из-за Майдана пришлось защищать русских в Крыму и на Донбассе. Единственное, чего нет в Будапештском протоколе, это обязательство или обязанности России или кого бы то ни было еще соглашаться с результатами антиконституционного вооруженного государственного переворота. С результатами переворота, авторы которого первой своей акцией провозгласили борьбу с русским языком,
и борьбу с русскими в Крыму. Я цитировал Дмитрия Яроша, который сказал, что русский в Крыму должен быть изгнан или уничтожен. В промо-ролике Евровидения 2017, который пройдет в этом году в Киеве, Крым назвали «нашей семьей». В ролике представлены города Украины и их основные черты. Так, Черновцы названы маленьким украинским Парижем, а Одессу связали с морем и улыбками. В прошлом году на Евровидении победила крымско-татарская певица, представлявшая Украину, Джамала. Украинская прокуратура Крыма просит для экс-депутата крымского парламента Василия Ганыша 12 лет тюрьмы. Обвиняемый в государственной измене Ганыш своей вины не признает. Чем закончилось сегодняшнее заседание суда, знает Эльвина Сидбулаева. 1,5 года продолжается суд против Василия Ганыша. Он единственный из крымских депутатов попал в руки украинских правоохранителей. При задержании ему предъявили обвинения сразу по 3 эпизодам. Голосование за проведение референдума, принятие оккупационной конституции Крыма и баллотирование на незаконных выборах в Феодосии. Потом эпизод, связанный с голосованием за референдум, исключили. Будь ласка, прокурор Данилін, суд вам надає слово в судових дебатах. Дякую за увагу. Шановний суд та інші учасники процесу. Более получаса длилась речь прокурора. По версии гособвинения, досудебное расследование подтвердило вину экс-депутата Василия Ганыша. Он есть в видеоматериалах и свидетельствах очевидцев. Действия, совершенные депутатом, по словам прокурора, вредят суверенитету Украины. Преступление Ганыша есть особо тяжелым и нет оснований для смягчения, говорит прокурор Олег Данилін. Державне обвинувачення просить, шановний суд, Ганыша Василя Васильовича засудити його до покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років без конфіскації майна, міру запобіжного заходу, домашній арешт з використанням засобів електронного контролю, змінити на тримання під вартою негайно у залі суду. Слово дают адвокату экс-депутата Андрею Руденко. Преступления в действиях своего подзащитного он не видит, несмотря на то, что Ганыш баллотировался как кандидат на незаконных местных выборах в Феодосии. Нема складу злочину державна зрада або більш м'якого складу злочину. Тому просимо за результатами розгляду прийняти вирок виправдувального змісту и вызнати Ганыша невинуватим. Своей вины не признает сам обвиняемый. Говорит, что всегда имел проукраинскую позицию. Во время дебатов экс-депутату становится плохо. Судьи несколько раз делают перерыв. Тобто ви самостійно зможете відвідати лікаря? Так, я правильно вас зрозумів? Потрібно вам викликати швидку медичну? Викликали машину, вас відвезуть до лікаря. Правильно зрозумів? Немає заперечень щодо відкладення? Экс-депутату Ганушу легче не становится. Коллегия судей переносит дебаты на 10 февраля. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Крымско-татарские мастера приглашают на выставку национального прикладного искусства в Киеве. В музее Олеся Гончара можно будет увидеть народные костюмы, керамическую посуду и ювелирные украшения, воссозданные по старинным техникам. Творческий проект «Узоры мира» объединил переселенцев из Крыма, керамистов, вышивальщиц, ювелиров и их учеников. В субботу они покажут результат годовой работы. Для нашей команды этот проект еще имел и некий такой терапевтический эффект, потому что, собираясь вместе в офисе, готовя вкусный крымско-татарский кофе в джезве, общаясь на родном языке и обсуждая вопросы сохранения крымско-татарского культурного наследия, мы, по сути, прежде всего для себя реконструировали нашу привычную среду. И
Наш проект стал местом объединения, социализации, сохранения этничности крымских татар на материковой Україні. Ми маємо справді через мистецтво тримати той зв'язок з Кримом, той зв'язок багатьох переселених людей, які мають частково свої родини на окупованих територіях. Ми маємо через культуру зцілювати ті болючі рани, які ми маємо. Усиление ветра и сильный гололед ожидается на полуострове. Об этом сообщает управление российского МЧС по Крыму. В частности, в степных предгорных районах и в горах полуострова ожидается сильный гололед, усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Пока это все, не пропустите следующий выпуск «Заман» с Шевкетом Наматулаевым уже через 2 часа. Одевайтесь теплее, берегите себя и до завтра.